Дан старт вторым всемирным играм кочевников. В эти минуты в столице проходит торжественное мероприятие, на котором презентуется концепция проведения игр, в основу которых заложена традиционная и многовековая культура кочевников. Организаторы обещают зрелищные представления мастеров огня, каскадеров, известных эстрадных исполнителей, фольклорных и танцевальных коллективов. Напомним, впервые инициатива проведения всемирных игр кочевников была выдвинута президентом Алмазбеком Атамбаевым. Идею поддержали все страны-члены Совета сотрудничества тюркоязычных государств и другие. Самые яркие моменты первых игр в материале Нургуль Саматовой. Официальное открытие потрясло и взбудоражило зрителей с первого момента. Звук, спецэффекты, красочные костюмы, песни и танцы. Театрализованные номера продемонстрировали историю кочевых народов. Мощная энергетика переполнила зрителей, когда во главе команды наших спортсменов появился глава государства. Каждый скандировал «Кыргызстан», каждого переполняла гордость за свою страну, за причастность к этому событию. Гордость за то, что в их жилах течет кровь кочевника. Каждый почувствовал единство нации и страны. Впервые в Кыргызстане в абсолютно новом формате проходит уникальный проект «Всемирные игры кочевников». В предстоящие дни мы станем свидетелями зрелищных событий, которые отличаются самобытностью и уникальностью. Первые игры кочевников стали больше, чем спорт. Политики, представители культуры и искусства, десятки тысяч людей, более 200 журналистов со всех мировых СМИ сочли нужным непременно оказаться на открытии первых всемирных игр кочевников. На протяжении 5 дней на берегу нашей жемчужины проводились спортивные игры и культурные мероприятия. В играх кочевников участвовали 22 сборные команды и около 500 спортсменов из 19 стран мира. Соревнования проводились по 10 видам спорта. Аналогов такого мероприятия по формату и масштабу в Кыргызстане не было. Главная идея – сохранение и развитие самобытной, богатой культуры кочевого народа, которая является нескончаемым источником мудрости, силы, духовности, великодушия и гармонии с окружающим миром. Вместо тысячи слов и деклараций игры кочевников подняли патриотический дух кыргызстанцев. В руках каждого болельщика был флаг страны. Масштабные мероприятия удивили гостей зрелищностью и самобытностью. В восторг гостей привела красота и этногородка Наджайлё-Кырчын, где каждый смог погрузиться в мир наших предков. Более 200 юрт с богатым убранством, элементы кочевого быта и утварь, театрализованные представления, скатерти, изобиловавшие национальными блюдами. Традиции, обычаи и быт именно кыргызских кочевников стали для всего мира классическим образцом культуры кочевой цивилизации. Впервые идея проведения в Кыргызстане всемирных игр кочевников была выдвинута президентом Алмазбеком Атамбаевым в феврале 2011 года. Предложение в первую очередь поддержали тюркоязычные государства. Как заявил президент, народы-кочевники внесли особый вклад в развитие человечества, и люди обязаны, как сказал Атамбаев, изучать и приумножать философию кочевников. Не секрет, что многие виды спортивных единоборств родились из древних воинских состязаний и игр. Спорт всегда был силой, объединяющей народы. Уверен, что наши игры укрепят дружбу и взаимопонимание между нашими народами, будут способствовать дальнейшему развитию нашего культурного сотрудничества. Всю неделю зрители наслаждались игрой спортсменов. Наши оказались сильнейшими в древнем и любимом виде спорта көкбөрү. Его еще называют визитной карточкой Кыргызстана. Каждое состязание кыргызстанцы выигрывали у своих соперников с большим отрывом в баллах. По итогам игр турнирную таблицу возглавил Кыргызстан. Наши выиграли 55 медалей разного достоинства. Второе место Казахстан с 28 медалями. На третьем месте Туркменистан, затем Таджикистан и Монголия. К первым играм страна готовилась основательно. Из бюджета было выделено более 100 миллионов сомов. Такие масштабные мероприятия нужны для имиджа страны, которая, преодолевая трудности, встала на путь созидания и развития. За короткое время был отстроен ипподром с расчетом на более чем 7 тысяч зрителей, но желающих оказалось намного больше. Не только возрождение игр здесь идет, но и еще раз продвижение нашего Кыргызстана, нашего озера Иссык-Куль как
ведущее туристическое место. Об открытии впечатление вообще супер. То есть какие-то новшества, которые... Есть изюминки в каждом государстве. Есть самые лучшие моменты, которые действительно у вас есть в Кыргызстане, которые мы увидели, познакомились. Мы считаем, что это великое озеро Иссык-Куль из-за великих людей, то есть жителей Кыргызстана. Они чтят традиции, древности и в связи с этим возобновляют такой праздник великий. Вторые Всемирные игры кочевников пройдут в 2016 году в Чолпан-Ате, как и в прошлом году, но уже в обновленном ипподроме. К тому времени будет завершена реконструкция подъездной дороги протяженностью в 1 километр, строительство автостоянки, установка дополнительных 3000 мест на трибунах. Всего после реконструкции ипподром будет вмещать 10 тысяч зрителей. Не менее зрелищной оказалась церемония закрытия игр. Она запомнилась шоу-программой с участием звезд кыргызской эстрады, гостей из Турции, Азербайджана и США. Нургуль Саматова, Алмаз Кариев, Общественный первый канал.